В самом начале заседания члену Общественной палаты, ветерану Отечественной войны народа Абхазии Абисалому Кварче была вручена медаль за победу, которой он был награжден указом президента Рауля Хаджимба в честь 25-летия Дня Победы и независимости. Члены Общественной палаты и приглашенные гости обсудили проблемы в экологической сфере Абхазии. В частности, речь шла об утилизации твердых бытовых отходов в республике. После того, как жители Маяка организовали акцию протеста и перекрыли доступ мусоровозочных машин к Сухумской свалке, этот вопрос снова оказался в центре внимания общественности. В данное время найден выход из сложившейся ситуации, и столичный мусор до строительства полигона твердых бытовых отходов в Гулырбском районе вывозится в Галский район. Однако члены Общественной палаты считают, что строительство полигона – это краткосрочная мера, и для того, чтобы окончательно устранить проблему утилизации мусора, необходимо найти более рациональное и конструктивное решение. Предлагаем в кратчайшие сроки рассмотреть следующие предложения. Объявить о начале работы над национальным проектом по управлению отходами, придав данной проблеме общегосударственный статус. Получить объективную экспертную оценку возможностей мусорной свалки в Гальском районе. Разработать план мероприятий по рекультивации и длительному мониторингу закрытого полигона, мусорная свалка в районе Маяка. И, возможно, других свалок, которые будут закрыты. Сформировать экспертную группу, задачи которой будут заключаться в следующем. Подготовка и мониторинг реализации национального проекта по управлению отходами с привлечением международных экспертов и представителей общественных организаций. Для выработки стратегии долгосрочного решения обратиться к опыту стран, успешно решивших проблему утилизации отходов. Рассмотреть альтернативные варианты решения вопроса об отходах, учитывая новейшие мировые технологические разработки, основанные на философии безотходного мусора и технологии Waste to Energy, к примеру, технология термического сжигания пиролиз. Параллельно приступить к разработке проекта закона об отходах, представить план работы экспертно-рабочей группы в открытом доступе. Начальник экспертного управления администрации президента Аслан Барцыц согласен с тем, что к проблеме утилизации бытовых отходов надо подходить глобально. В то же время Аслан Барцыц отметил, что строительство мусороперерабатывающего завода в нашей стране нерентабельно, и поэтому сложно найти инвестора. Что касается мусороперерабатывающих заводов, я сейчас не буду говорить, что я крупный специалист, но насколько я ознакомлен с этой проблемой, насколько я общался с людьми, которые готовы были заняться этим профессионально, скажем так, да. Как ни парадоксально, для того, чтобы сделать нормальный мусороперерабатывающий завод с нормальными коммерческими объемами, где бизнесмен будет заинтересован, естественно, в прибыли, объемов мусора не хватает. По мнению журналиста, члена Общественной палаты Мананы Гургули, к решению проблемы утилизации мусора необходимо подходить комплексно. Помимо строительства полигонов и мусоросортировочных заводов, например, использовать мировую практику сортировки мусора населением. Только в том случае, когда каждый гражданин Абхазии будет более серьезно и ответственно относиться к загрязнению им окружающей среды, будут очевидны результаты. В этом вопросе также необходимо вводить жесткие штрафные санкции, считает она. Самое важное, самое главное – и воспитывать наше население. И начать хотя бы по селам, по городам по минимуму чистить, собирать в одном месте. Я понимаю, что не повезут там из какого-нибудь села Члоу, Мук, Джгярда, в Гал они не повезут свой мусор. Если мы не начнем наказывать людей, если мы не начнем предпринимателей на проспекте Мира наказывать за то, что они ежевечерне целлофановые пакеты выносят на проспект Мира, вместо того, чтобы за угол зайти и в мусорник выбросить, вечером иду с работы, а их собаки разгребли. У нас не сдвинется это с мертвой точки. Что касается концепции по системе обращения с бытовым мусором, разработанной закрытым акционерным обществом «Сервет», согласно которой планируется строительство полигона твердых бытовых отходов в Гулырбском районе, то участники встречи считают, что она должна быть в открытом доступе, чтобы общественность могла отслеживать каждый этап ее реализации. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.